Добрый день, дорогие друзья, коллеги! Традиционная национальная библиотека Республики Коми знакомит вас с тенденциями публикаций литературно-художественных журналов за прошедший год. Ранее такие обзоры мы делали по тематике произведений, то есть исторические повести и романы, мемуары и детективы, произведения о современной жизни, пьесы, документалистика, ну и так далее. А сегодня я хочу представить вам те литературные направления, которые следуют редакционной политике самих литературно-художественных журналов. И начать я хочу с журнала «Дружба народов». Он вам все хорошо известен. Он был основан в 1939 году как альманах для популяризации произведений писателей союзных республик в переводе на русский язык. В постсоветское время редакция сохраняет упор на публикацию произведений представителей народов бывшего СССР. И вот в номере 3 за 2021 год опубликован отрывок из романа башкирского преподавателя и переводчика Нелли Абдуллиной «Сын обетования». Нелли Абдуллина родилась в Уфе, окончила Московский лингвистический университет, печаталась под псевдонимом в сборниках и альманахах издательства «Эксмо». Писательница умеет удивлять. Она без усилий погружается в прошлое, проникает в самый центр событий и выкладывает исповеди на странице своих произведений. «Сын обетования» – это роман, созданный на национальном историческом этнографическом материале, который связан с Башкирией. Действие происходит в начале прошлого XX века. Завязка захватывающей истории начинается с того, как еще молодой мужчина Ибрагим, достигший совершеннолетия, спорит с самим Богом. И все, что случается с ним потом, он переживает через призму этого ужасного греха. Параллельная линия романа – это рассказ молодой девушки Сурур, посмевшей бросить вызов обществу. Мы читаем ее дневник и видим прекрасную, чистую душу. Девушка стремится учиться, сочиняет сказки, ей хочется что-то достичь, но она обещана и должна стать третьей женой грубого человека, а затем, как и все женщины, сгореть на хозяйстве, то есть стать никем. Одна только мысль об этом повергает ее в отчаяние. Но у Сурур хватает смелости бросить вызов судьбе. Автор романа Нелли Абдуллина погружает нас в патриархальный мир начала XX века, когда в мусульманской среде Российской империи происходят важные события: движение по развитию исламского модернизма, борьба за равные права женщин, начало национального движения и расцвет культуры тюркских народов. Герои романа, крестьяне, интеллигенты, богословы ищут новые ответы на вечные вопросы о Боге, вере и смысле жизни. В декабрьском 12 номере «Дружбы народов» публикуется чудесный автор многих книг для детей и взрослых, автор таких романов, как «Гений безответной любви», «Роман с луной», «Мусорная корзина для алмазной сутры», книг о путешествиях в Японию, Индию, Гималаи и Арктику, прозаик Марина Москвина. Москвина – лауреат многочисленных литературных премий, в том числе Международного почетного диплома Андерсона и финалист премии «Ясная поляна». Все, кто знает этого автора и видел ее книги, тот заметил, что они часто выходят с рисунками ее супруга, известного художника Леонида Тишкова. Новый роман «Три стороны камня» – это роман о художнике, который живет в тупике гигантской коммуналки, в доме, который когда-то до революции принадлежал семье фабриканта-кондитера Абрикосова, а теперь прадеду героини Райки Абрикосовой. В советское время хозяев уплотнили,
а жилплощадь заселили множеством персонажей с причудливыми, авантюрными и драматичными судьбами. Но самая удивительная судьба у живописца Ильи Золотника, всю жизнь рисующего странные картины, белое на белом, и который ищет в цвете свет. Свет его картин меняет судьбу героев и запускает цепь удивительных событий. «Три стороны камня» – это роман-притча о том, как героиня Рая отправляется в неведомые миры, где переплетается вечность и повседневность, реальное и фантастическое, смех и печаль. Роман о том, как мнение авторитетного критика решает судьбу картин Золотника, когда из никому не нужного рисовальщика он становится золотой жилой. Полотна, обнаруженные Райкой на помойке, получают мировое признание. О них мечтают именитые коллекционеры и престижные галереи. Но пока в один внезапный момент наследие художника не обращается в пепел. В новогоднюю ночь под грохот фейерверков на складе китайской пиротехники. Однако история этим не заканчивается. А теперь я хочу представить вам старейший толстый журнал России, который издается в Санкт-Петербурге. Это журнал «Звезда». Через 2 года, в 2024 году, он будет отмечать свой 100-летний юбилей. Со времени его основания в нем было опубликовано около 20 тысяч произведений, более чем 10 тысяч авторов, среди которых были Горький, Ахматова, Алексей Толстой и Михаил Зощенко, Мандельштам, Клюев, Ходосевич, Пастернак, Заболоцкий и многие-многие другие знаменитые авторы. И я представляю вам роман «Шлейф» российской писательницы, историка, арт-терапевта и режиссера-документалиста Елены Макаровой. Он был опубликован в мартовском и апрельском номерах «Звезды». Елена Макарова родилась в Баку, закончила Суриковский институт, где обучалась искусству создания скульптур. Затем литературный институт имени Горького, и в течение нескольких лет она учила детей лепке в Химкинской школе искусств. А в 1990 году уехала в Израиль, где живет до сих пор. Елена Макарова написала более 40 книг. Наиболее известными считаются произведения «Освободите слона», «Вначале было детство», «Цаца Заморская» и вот ее новый роман «Шлейф». Я уверена, что вы знаете о таком понятии, как Иерусалимский синдром, который существует уже почти 100 лет. Это психическое расстройство, вид бреда мессианства, при котором турист, находящийся в Иерусалиме, воображает, что он обладает божественными и пророческими силами и является воплощением библейского героя, на которого возложена пророческая миссия по спасению мира. Так вот, место действия романа «Шлейф» – карантинный Иерусалим, город, в котором события ветхозаветной истории и потрясения недавнего прошлого существуют бок о бок. В священный город прибывают паломники со всех концов земли и объявляют себя мессиями, апостолами, ветхозаветными пророками. Казалось бы, на этом фоне 40-летняя женщина не особенно выделяется. Она сочиняет роман «Искатели счастья» про годы русской революции и годы первых пятилеток. Но она не может никак вспомнить, кто она такая по паспорту. Другое дело – источник ее вдохновения – чей-то семейный архив, обнаруженный ею на антресолях в съемной квартире. В нем находятся документы, касающие вполне реальных исторических деятелей, например, юриста Якова Канторовича, автора бестселлера о процессах над ведьмами, с которыми впоследствии сравнивали Большой террор.
Гвоздь 7, 8 и 9 номеров «Звезды» за 2021 год – роман писателя, драматурга и исследователя русской литературы и истории XIX века Бориса Голлера «Синий цвет вечности». Это исторический роман про Алексея Аркадьевича Столыпина, офицера, родственника и друга Михаила Юрьевича Лермонтова. Столыпин в 40-х годах XIX века, живя в Париже, вспоминает время, проведенное с поэтом. Вспоминает его стихи, романы с женщинами и дуэль с Барантом. Это попытка разгадать тайну этой дуэли. Борис Голлер написал классический исторический роман в духе Юрия Тынянова, неспешный, подробный, основанный на глубоком владении темой, изложенный красивым литературным языком. «Синий цвет вечности» – не роман исследования и не роман-биография. Это просто роман. Автор шел к этой книге всю свою жизнь. В разделе «Поэзия и проза» журнала «Звезда» в номере 4 опубликована повесть Петра Ротмана «Герои нашего квартала». Петр Ротман – кандидат социологических наук, работает в Высшей школе экономики. Он печатался в журнале «Новый берег», «Звезда», «Дружба народов». Повесть «Герой нашего квартала» найдет отклик в душе романтика, знатока петерговских дворов и чье детство прошло в советское время, а молодость пришлась на 90-е. Старый Петергоф, парки. Повесть рассказывает нам о новом районе, который местные жители называли «Квартал». Три друга: бравый футболист Димас, форцовщик Рамзес и андеграундный интеллектуал Юстас. Главный герой откровенно рассказывает нам о дружбе, победах и ошибках, о шалостях петерговской шпаны, в результате которых приобретается особый жизненный опыт. Литературный журнал «Знамя». Первоначально его название задумывалось как «Локов», что расшифровывается как «Литературное объединение Красной армии и флота». Сейчас это независимое издание, учрежденное коллективом редакции. Произведения, напечатанные в «Знамени», неоднократно отмечались государственными, букеровскими, пушкинскими и другими престижными премиями, вызывали и продолжают вызывать интерес литературной критики. В апрельском и майском номерах за 2021 год опубликован роман Алексея Макушинского «Один человек». Алексей Макушинский – прозаик, эссеист, поэт и литературовед. Он сын писателя Анатолия Рыбакова и писательницы Натальи Давыдовой. В качестве псевдонима он взял фамилию бабушки. Окончил литературный институт, занимался переводами. С 1992 года живет в Германии. Он автор романов «Свет за деревьями», «Город в долине», «Пароход в Аргентину», «Откровенный мир». Мысль – вот главный герой всех книг Макушинского. И потому его новый роман «Один человек» стал настоящим подарком для людей мыслящих. Роман начинается с дороги и приводит к встрече. Весна 2020 года. Пандемия накрывает Европу. Музеи, в которых герой и его спутница Жижи намереваются посмотреть картины Ван Эйка и Рагира, закрыты. Но еще работают отели, рестораны, и ощущение значительной перемены в привычной жизни усиливает в тревогу и обостряет впечатления и мысли. Европа встревожена. Виды за окном машины перемежаются московскими видами, видами из памяти, из юности. Причем то советское время в романе не параллельно нынешнему, оно переплетено с ним. Герой романа, имя которого мы узнаем лишь к концу его, путешествует не только в пространстве, но и во времени, встречаясь с самим собой и с человеком, который во многом открыл для него путь в искусство. Живопись и искусство в романе
не просто фон, на котором развиваются события. Это пространство жизни. Следующий автор – Александр Архангельский, писатель, литературовед, исследователь биографии императора Александра I, журналист и популярный телеведущий. В 10-м номере журнала «Знамя» опубликован в журнале вариант цикла его книг «Русский иероглиф», документальная повесть «Жизнь Инны Ли», рассказанная ей самой. Вообще этот цикл рассказывает о людях, жизнь которых разворачивается на фоне бурной истории XX века. Его герои пережили знаковые события истории и говорят о них от лица очевидцев, передавая свои чувства и эмоции. Биография Инны Ли, рассказанная ею самой, знакомит нас с удивительной судьбой неординарной женщины. Инна Ли – русская китаянка, дочь основателя китайской компартии и дворянки из рода Кишкиных. Вся ее жизнь связана с двумя странами, двумя языками и двумя культурами. Ее отцу выпало строить новый коммунистический Китай, а матери – сохранить в себе русскую дворянскую культуру и стать основательницей китайской русистики. Самой Инне пришлось пережить все перипетии китайской истории XX века, чтобы стать одной из известнейших китайских русистов, переводчиков и преподавателей. Жизнь ее, вопреки всему, подлинно счастливая. Русская диаспора в столице была маленькой, и Инна подружилась с другими детьми из смешанных браков. Попробовали называть себя русакиты, но выражение не прижилось, а позже придумали более подходящее слово – китарусы, и все стало на свои места. Вообще, китайская культура очень закрытая, чужаков здесь не любят. Следующий журнал – это журнал «Иностранная литература». Как вы знаете, он специализируется на публикациях переводной литературы. «Иностранная литература» – преемница журнала «Вестник иностранной литературы», выходившего в Российской империи еще в 1891 году. Январский номер за прошлый год посвящен английской литературе и озаглавлен «Искать, найти, дерзать». Я хочу предложить вам повесть Нобелевского лауреата по литературе Дорис Лессинг «Зима в июле». Дорис Лессинг – британская писательница, а прожила она 94 года. Родилась в семье британцев в Иране, затем семья переехала в Южную Родезию, ныне это Зимбабве, а в 1949 году вновь вернулась в Лондон. Среди ее романов роман «Трава поет», серия из 5 книг «Дети насилия» и еще 5 романов под общим названием «Канопус в Аргосе. Архивы». Газета «Таймс» поместила ее на 5-е место в списке 50 величайших британских писателей с 1945 года. Повесть «Зима в июле» – это психологическая повесть. Ее героиня – самостоятельно молодая англичанка, повидала свет и, наконец, вышла замуж в Южной Африке. Но с братом мужа ее вызывают не только родственные отношения. Повесть «Зима в июле» – это попытка оценить чувства женщины, когда желание спокойной и защищенной жизни замужем перемежается с тяготой испытывать сильные эмоции и страсть в отношениях с младшим братом ее мужа. Следующее произведение в иностранке – это глава «Бабий Яр» из книги Екатерины Петровской «Кажется, Эстер», которая вышла в 8-м номере журнала за 2021 год. Екатерина Петровская – литературовед, писательница и журналист. Выросла в Киеве, а с конца 90-х годов живет в Берлине. Работала журналисткой на немецкой «Волне» и «Свободе». Пишет для российских, украинских и немецких изданий. Книга «Кажется, Эстер»
Это триумфальный дебют Екатерины Петровской в немецкой литературе. Роман, написанный на немецком языке, вызвал широкий резонанс и получил много премий, в том числе крупнейшую премию в области немецкой словесности, премию Ингеборг Бахман. Автор написала книгу о своей семье, часть которой погибла во время Холокоста в Бабьем Яре. События семейной истории и все, что знала о своих предках, она любовно сплела в завораживающее повествование. Путешествие начинается в Берлине, на вокзале, а заканчивается в Киеве, у родного дома на Институтской улице. И все повествование – это своего рода возвращение блудной дочери. Камерность романа производит веский эффект. Это искренняя попытка обратить историю в комментарий к семейному фотоальбому одного еврейского рода. И в продолжении военной темы я бы хотела представить вам роман, который был опубликован в номере 11 и 12 иностранки, роман польского писателя и публициста Щепана Твардаха, роман «Морфий». Щепан Твардах – социолог и философ, знаток селезского языка и культуры, эксперт в области оружия. Он один из самых многообещающих польских писателей. Его произведение отличается выразительностью и логичностью. Это баланс между реальным и фантастическим, психологией и реализмом, настоящей и альтернативной историей. Чем же интересен этот роман? Автор через взгляд героя на жизнь исследует национальную трагедию Польши. Константин Виллеман – полукровка. Его отец – немецкий аристократ, мать – селезка, а Силезия сегодня является частью Польши. Константин – прожигатель жизни, дамский угодник и неверный муж. Он циник и негодяй, а еще он законченный морфист. Тем не менее, Константин против воли ввязывается в борьбу против оккупантов, хотя на самом деле не желает ни переходить на сторону фашистов, ни бороться с режимом. Как и вся Польша 1939 года, он завис в подвешенном состоянии. Герой неохотно берется за участие в сентябрьской кампании, а после ее поражения и тоже против своей воли становится членом тайной организации. Твардах в «Морфии» сумел сделать то, что редко случается в польской прозе. Создал антигероя, которого невозможно не любить. Писатель сумел показать слабого, сломленного человека, впутавшегося в большую историю. Это безумно смелый роман. Он стал откровением в Польше в 2012 году. Потом прогремел в Европе. В 2018 книга вышла на украинском языке. На русском полностью роман опубликован впервые. Следующий роман в иностранке – это роман Мэйв Бинчи «Лилобус». Он опубликован в номере 10 за прошлый год. Мэйв Бинчи родилась в Ирландии, преподавала латынь, историю и французский язык. В 70-х годах она опубликовала 3 сборника рассказов. Широкая известность пришла после выхода романа «Зажги грошовую свечу». Бинчи считается очень плодовитой писательницей. Ее книги переведены на 37 языков мира. Роман «Лилобус» написан еще в 1984 году. Это очень милая и легкая книга. Здесь не придется думать над каждой страницей. Не надо будет лить слезы над судьбой главного героя или героини, или искать смысла между строк. Здесь просто придется окунуться в атмосферу Дублина. Маленький лиловый автобус, каждый понедельник отвозящий трудящихся люд маленького городка в Дублин и каждую пятницу возвращающий их домой. И так постоянно. Одни и те же пассажиры, один и тот же водитель, одни и тот же маршрут, самые обыкновенные люди.
Но что тут может быть интересного? На самом деле это очень интересная задумка. Рассказать о каждом 8 героев, 8 миров, 8 вселенных. Нет неинтересных. У каждого свои проблемы, свои интересы и свои события. Кто-то не может вырваться из порочного круга незаконной и аморальной любовной связи. Кто-то думает о том, как вытащить мать из беспросветного, ведущего в бездну пьянства, а кому-то выпало на долю всю жизнь мучиться от угрызения совести за допущенную в далекой молодости ошибку, и которая разрушила жизнь. Все так просто и одновременно сложно. Провинциальный городок, где все знают друг друга и все знают о друг друге, и в то же время не знают ничего. Роман «Лилобус» – это милое и легкое чтение. Представляю вам элитарный литературно-художественный и научно-публицистический журнал «Нева». Его публикации охватывают далеко не только круг петербургских реалий, они выходят далеко за его пределы. Журнал «Нева» – это не местное или краеведческое издание, он смотрит гораздо шире. Июньский номер издания открывается романом Татьяны Сергеевой «Торт немецкий, Баумкухен» или «В тени Леонардо». Татьяна Сергеева – музыкант и композитор, окончила Московскую консерваторию по специальности фортепиано и орган. Роман «Торт немецкий, Баумкухен» или «В тени Леонардо» – это воспоминания петербургского повара и кондитера XVII-XVIII века Карла Францевича Кальба. Существовал ли такой человек на самом деле или нет, сказать сложно, но роман предваряет вступление, рассказывающее о подлинности текста. Хотя рассказывает главный герой романа о реальном человеке Николае Львове. Этого выдающегося архитектора и правда называли русским Леонардо, так что название романа вполне понятное. История Санкт-Петербурга в тексте Татьяны Сергеевой перемешивается с историей искренней дружбы, и читатель погружается в атмосферу прошлого не хуже, чем при чтении художественных книг эпохи русского просвещения. Следующее произведение – это прекрасно написана автобиографическая повесть, которая читается очень легко. Это повесть Ольги Щукиной «Путем сорной травы». Автор родилась в Ленинграде, окончила Ленинградский санитарно-гигиенический институт, заведовала отделением психиатрической больницы Санкт-Петербурга и живет в этом прекрасном городе. История повести, которая опубликована в номере 12 «Невы», начинается с акта о найденном ребенке. В этом удивительно трогательном произведении описывается жизнь, проведенная в сиротских домах Ленинграда. Все началось 4 октября 1950 года. Мои неведомые родители наградили меня невероятной жизнестойкостью. С упорством сорной травы я все время тянулась к свету. Они дали мне самое главное, что можно было получить безродной девчонке, мечтающей о собственном месте под солнцем. Это волю к победе, которой порой не бывает у вполне благополучных домашних детей. Ольга была подкидышем, и ей пришлось много раз переходить из одного детского дома в другой, а потом и менять места учебы. Возможно, виновата охота в перемене мест или ветер в голове, а скорее всего, непростой характер девчонки, проявившийся с рождения. Несмотря на все трудности, писательница и по сей день считает свое детство счастливым, а судьбу состоявшейся. Журнал «Наш современник» – это один из тех немногих академических журналов, который не только содержит проблемную составляющую, но и также ориентирован на активное противостояние альтернативной системе ценностей. «Наш современник» – это патриотический журнал.
Во втором и третьем номерах журнала за 2021 год предлагает роман «ЦДЛ» советского и российского писателя, сценариста, публициста, журналиста Александра Проханова. Он член Союза писателей Советского Союза, общественный и политический деятель, философ, идеолог патриотизма, активный участник различных ток-шоу, автор многих романов, повестей и рассказов, которые стали бестселлерами. О чем рассказывает новый роман «ЦДЛ»? О перестроечной хронике Центрального дома литераторов. В ЦДЛ вершились не только судьбы литературы, но и судьбы страны, потому что в ту пору литература была идеологической основой, на которой держалось государство. Этот роман для тех, кто по-настоящему любит русскую жизнь, интересуется во всех деталях бытованием интеллигенции, политиков и военной элиты. Москва, вторая половина 80-х годов. А чекист литературки Виктор Куравлев – успешный 40-летний автор и завсегдатай питейных заведений Центрального дома литераторов. Он по уши влюбляется во встреченную в пестром зале тамошнего ресторана пухлогубую блондинку с милым растерянным лицом. И в то же время интерес к герою вдруг начинает проявлять серьезные силы, от секретариата Союза писателей до иудейских мудрецов. Но 80-е годы заканчиваются, и узел времени все туже затягивает обреченную страну. Куравлев первым чувствует скрипы гигантского механизма и потерю его управляемости. ЦДЛ – это роман-символ. В 6 и 7 номерах нашего современника предлагают эксклюзивное чтение, основанное на реальных событиях. Это новое произведение Дмитрия Лиханова, роман «Звезда и крест». Дмитрий Лиханов – журналист и прозаик, сын писателя Альберта Лиханова. Окончил факультет журналистики МГУ, стажировался на Кубе. Дмитрий Лиханов – один из пионеров жанра журналистских расследований, член Союза писателей Москвы, Союза писателей России и Союза журналистов России. Как автор художественной прозы дебютировал в 1991 году в детективной повести «Прощай, Сирокко». Роман «Звезда и крест» – это путешествие во времени, время афганской войны. «Звезда и крест» рассказывает о судьбе советского полковника, принявшего потом монашество. Роман посвящен судьбе героя Советского Союза, военного штурмана Валерия Буркова, который во время афганской войны лишился обеих ног. После войны Бурков окончил военную академию, был активным участником демократических перемен, работал советником президента России Бориса Ельцина. Затем отошел от мирских дел и стал священником. Судьба Буркова действительно уникальна, но и судьба романа по-своему примечательна. Он напоминает нам о непрочитанных 80-х, когда соцреалистическую прозу буквально изнутри открывало прозрение. Следующий автор, о котором я хочу рассказать, Ирина Михайлова. Она родилась в Люберцах, окончила литературный институт и публиковалась в журналах и альманахах «Наш современник», «Пролог», «Зеленый бульвар», «Сибирские огни», «Юность», роман «Газета». Работает учителем русского языка и литературы. Действие новой повести «Пустой город», которая была опубликована в номере 10 нашего современника, происходит далеко от Москвы, в промышленном городе. Жизнь там крутится вокруг завода, где работает треть этого города. Яра – студентка Московского института. На время карантина возвращается в свой родной город к отцу, с которым ее много лет ничего не связывает и который не ждет ее домой. Отец, временно оставшийся без работы, уходит в затяжной запой. А у Яры есть выбор – уехать обратно в Москву или остаться в городе. Девушка остается. На манер Чехова, автора «Каштанки»,
Ирина Михайлова показывает в повести алкоголика, но с душой и с золотыми руками мастера по дереву. Созданный писательницей психологический портрет русского пьяницы многомерен и обаятелен. В чеховских красках повесть воспроизводит неоднозначность персонажа, человека пьющего, но отнюдь не лишенного сердца. Журнал «Москва». Он издается с 1957 года. Это академический журнал консервативно-патриотической направленности. Журнал рассказывает о культурных реалиях и о патриотических святынях. В нем впервые были опубликованы роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и грандиозный труд Николая Карамзина «История государства российского». Были напечатаны выдающиеся произведения русской литературы Бунина, Шолохова, Юлиана Семенова. Журнал первым опубликовал прозу зарубежных авторов, сказку «Маленький принц» Экзюпери и роман «За рекой в тени деревьев» Хемингуэя. Январский номер за 2021 год пронизывает темы памяти и ностальгии. Это и детские воспоминания, и экскурсы в прошлое, и попытка поразмыслить о давно ушедшем. Номер открывается сентиментальными рассказами «Лунные ночи» Петра Алешкина и «Кокошник» Татьяны Жариковой. Это два автора, уроженца Тамбовщины, они супруги. Петр Алешкин окончил ВГИК. Он доктор исторических наук, автор 54 книг прозы. Его книги переводились на многие языки мира. А Татьяна Жарикова Алешкина окончила литературный институт. Она заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор 18 книг, лауреат литературной премии Льва Толстого. Итак, рассказы-воспоминания двух тамбовских авторов. «Лунные ночи» Петра Алешкина – это история о первой любви, о первых разочарованиях и о счастье на всю жизнь. А у Татьяны Жариковой из эпохи в эпоху кочует фамильный кокошник, дарующий красоту, но несущий несчастье. Следующий автор – это Сергей Смирнов, московский прозаик, писатель-фантаст. Окончил Московский мединститут, кандидат медицинских наук, работает психофизиологом. Он автор 15 книг в жанрах остросюжетно-исторического, фантастического романа и триллера, член Союза писателей России. «101-я овца» – роман в 2 книгах. Он был опубликован в номере 2 и номере 3 журнала «Москва». Действие происходит в конце III – начале IV веков. Этот период – гонения на христиан и становление христианства как религии. Это 2 книги с автономными сюжетами, связанные лишь 2 героями, братьями-близнецами, которых развела судьба. Основная тема – смысл мученичества, попытка понять то, о чем говорит апостол Павел. Без кровавой жертвы нет искупления. В первой книге использованы мотивы жития святого Андрея Стратилата, командующего легионом. Император, завидующий его славе в войсках и опасающихся ее, подставляет легион на то, чтобы он весь погиб в битве с огромной армией персов. Но Андреас одерживает победу, считая, что произошло чудо благодаря помощи христианского бога. И, нарушая приказ императора, уводит остатки войска ради принятия крещения. Император посылает вдогонку отряд, чтобы их уничтожить. Однако начинаются происходить очень странные события. Повествование ведется от лица легионного медика, одного из близнецов. Вторая книга в полной мере реалистична. Ее главный герой, второй близнец, образованный христианин, войсковой трибун и приближенный императора Константина. Герою в видении представляется картина.
В результате эдикта церковь сольется с государством и, став госинститутом, потеряет духовный смысл. Герой решается на заговор. Он планирует убить императора, прежде чем тот подпишет этот эдикт, как когда-то Брут покончил с Юлием Цезарем. И завершает мой обзор литературно-художественных журналов за 2021 год фрагмент романа Алексея Григоренко «Лешек, маршалок между прошлым и будущим. Польский потоп и руина Южной Руси», опубликованный в 12 номере журнала «Москва». Алексей Григоренко родился в Горьком. Окончил литературный институт, работал дворником, сторожем, грузчиком и редакцией альманаха «Памятники Отечества», редактором отдела литературы «Советский воин», автор 4 книг прозы, член Союза писателей России, живет в Москве. А роман «Лешек, маршалок между прошлым и будущим» – это элемент интеллектуальной интриги в сочетании с серьезными размышлениями автора о судьбах России и Украины. Автор пишет о своем душевном состоянии. Он называет Украину родиной, и он же оплакивает ее, считая ее разменной монетой в крупных геополитических играх. Автор обозначает два вектора, два возможных направления исторических судеб страны. С одной стороны, она – сосредоточение русского православия, явившегося к нам в пору правления князя Владимира. С другой стороны, она же, Украина, находится в опасной близости к Польше, и потому она способна испытывать на себе католические влияния и сопровождающее их проявление европейской экспансии на Русь. Писатель показывает то, какие геополитические борения охватывали Украину в период русского средневековья. Публикация построена в свободной эссеистической форме, позволяющей автору перебрасывать смысловые мостики от минувшего к настоящему. Алексей Григоренко не ставит геополитических вопросов, его интересует личность на фоне истории, а не общественная злоба дня. Дорогие друзья, представленные мною повести и романы, которые были опубликованы в толстых литературных журналах за 2021 год, я надеюсь, послужат подспорьем в вашей работе. Спасибо, до новых встреч!